Английская газета Independent сообщила, что ортодоксальный еврей, проживающий в Лондоне, в течение года проводил у китайского посольства одиночный протест против репрессий и геноцида уйгуров. Эндрю заявил, что если мир продолжит игнорировать геноцид и жестокое отношение китайских властей к народу Восточного Туркестана, то это приведет к ужасной катастрофе. Напомнив, что и его родные стали жертвами концентрационных лагерей нацистов, Эндрю заявил, что именно поэтому считает схожими страдания своих родных с участью уйгуров. В рамках движения гражданской дипломатии, начатого для того, чтобы поставить вопрос о Восточном Туркестане на повестку дня исламского мира и повысить осведомленность о ситуации уйгурского региона, делегация неправительственных организаций Восточного Туркестана ведет активную деятельность в Малайзии. В общественных центрах, мечетях, школах и университетах проводятся семинары и конференции. 21 января глава медийного отдела Союза неправительственных организаций Восточного Туркестана Абдуль-Варис Хотан и руководитель Восточно-Туркестанского общества Австралии Нурмухамед Туркестани прибыли в Куала-Лумпур с 10-дневным визитом. Оценивая повестку дня, лидер партии Большого единства Мустафа Дестирджи заявил, что некоторые заинтересованные круги пытаются отвести внимание турецкой общественности от беззаконий и несправедливости китайских властей по отношению к коренному населению Восточного Туркестана. Подчеркнув, что репрессии и гонения не удастся скрыть, Дестирджи сделал следующее заявление. Раз вы говорите, что в уйгурском регионе нет репрессий, тогда давайте позвоним одному из жителей Восточного Туркестана. Раз вы говорите, что нет никаких лагерей, пыток и геноцида, тогда почему же я не могу посетить Восточный Туркестан? Число людей, ставших жертвами китайского вируса в провинции Хубэй, возросло до 17. Также инфекция была обнаружена у 440 человек. Китайские власти попросили жителей города, население которого превышает 9 миллионов человек, не покидать город, заявив, что аэропорт и железнодорожные вокзалы будут закрыты. Рейсы автобусов, метро, паромов и междугородние перевозки приостановлены. Новый коронавирус был впервые обнаружен 12 декабря в городе Ухань, провинции Хубэй. Имеются доказательства того, что вирус был перенесен за границы Китая туристами, прибывшими из различных государств. Лечение проходят инфицированные граждане Гонконга, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Таиланда, Австралии и США. Завершился парламентский этап правового регулирования отделения Англии от Евросоюза. Палата лордов, представляющая верхнее крыло английского парламента, завершила рассмотрение данного законопроекта. Было решено внести 4 постановления, в том числе и о сохранении права воссоединения детей-беженцев со своими семьями, которое было отменено правительством Бориса Джонсона. После одобрения королевы законопроект вступит в силу, и уже 31 января Англия выйдет из Евросоюза, к которому присоединилась в 1973 году. Согласно договору, Англия заплатит Евросоюзу $30 миллиардов, обеспечит сохранность прав граждан Евросоюза, проживающих на территории Англии, а также создаст в Ирландском море таможенный пункт. В течение переходного периода, который будет действовать до 2020 года, Лондон, как и прежде, будет следовать правилам Брюсселя.